Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса началась в Якутии. Прививки можно получить только в государственных медучреждениях. Почти все автозимники открыты в Якутии. На каких ледовых дорогах завершаются последние приготовления? Как не стать жертвой системы? У жителя Якутска судебные приставы требуют долги другого человека. Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса началась в Якутии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. На сегодняшний день в республике имеется 5000 доз вакцины от COVID-19. Вакцинация идет в Якутске и в 8 районах республики. Очередная партия вакцины, это 2200 доз препарата, поступила в регион накануне и направлена в Вилюйскую группу Улусов и город Мирный. В начале следующей недели ожидается поступление еще 22 тысяч доз, которые также распределят по районам, сообщила министр. Вакцинация будет проводиться только в государственных медицинских организациях. Выезд прививочных бригад на предприятия возможен только при наличии заявок свыше 1000 человек, подчеркнула Елена Борисова. Занимает наиболее дольший срок оформления, осмотра врачом, подготовки, проведения вакцинации. Хочу сказать людям, которые провакцинировались уже, чтобы всегда заполняли дневник самоконтроля, который размещается на сайте госуслуг. Там есть напоминания, каждый раз приходит СМС-оповещение о том, что нужно зайти и заполнить дневник самоконтроля. Это очень важно для динамического наблюдения. Хочу сказать, что уже привито на сегодняшний день 1800 человек, 324 человека получили уже полный курс, то есть закончили вакцинацию. Пока в республике Саха-Якутия нет каких-либо случаев осложнений, каких-то побочных эффектов. Все, в принципе, хорошо вакцину переносят. Бывают небольшое недомогание, которое предусмотрено, в том числе по инструкции к этой вакцине. Небольшое, может быть, повышение температуры, ломота в теле, либо болезненное ощущение в месте укола. Прочих же осложнений не зафиксировано. Между тем, за минувшие сутки в Якутии выявили 141 новый случай коронавирусной инфекции. По информации оперштаба региона, на Якутск приходится 60 случаев. В Мернинском районе 19 заболевших, в Алданском и Нерюнгринском по 12, в Мегино-Кангаласском 11, в Ленском 6, еще в 10 районах зафиксировано от 1 до 4 случаев заболевания. За сутки лабораториями региона проведено порядка 2800 исследований на коронавирус. Консультации кардиолога и онколога получили сегодня жители города Томот Алданского района. Выездные приемы как в Томоте, так и в село Хатыстыр врачи районной больницы планируют проводить регулярно. Насколько важна доступность медицинской помощи для жителей, узнала Татьяна Вахнина. В феврале жительница города Томот Вера Чингаева планирует ехать в Якутск на операцию. На этапе подготовки к вмешательству консультация кардиолога необходима. Попасть к специалисту, не выезжая в райцентр, Вере Ивановне возможность представилась. Выездной прием в Томоте провели врачи из Алдана. Очень нужен кардиолог. А то приходится ездить нам и в Алдан, и в Якутск. Консультации врача-кардиолога требуются большому количеству пациентов. Показатель сердечно-сосудистых заболеваний особенно высок в промышленных районах, и Алданский не исключение. Стоит отметить, что инфаркт не всегда настигает внезапно, однако на его предвестники пациенты зачастую не обращают внимания. Инфаркт миокарда, инсульта – это осложнение артериальной гипертензии. И само по себе профилактика артериальной гипертензии и хорошо подобранная терапия артериальной гипертензии – это профилактика как раз инфарктов миокарда и инсультов. В соседнем кабинете работает врач-онколог. Час окончания приема не обозначен. Консультации получили все пациенты. Сегодня на учете у онколога состоят более 600 человек. Свыше 40% составляют жители города Томота. Сюда мы приехали в первую очередь это посмотреть первичных пациентов, и также мы должны проконтролировать диспансерную группу. Любовь Гурская однажды победила рак. Теперь контроль за здоровьем нужно осуществлять непрерывно. Онкологические болезни могут рецидивировать. В Алдан Людмиле Антоновне ездить не всегда удобно. Выездной прием в поликлинике Томота снимает эту проблему.
Спасибо большое врачу Караде. Не знаю имя, отчество, первый раз, конечно. Ну, приятно. Вообще не все получила, то, что ответ, который я задавала. Все мне ответили. На ранних стадиях онкологические заболевания поддаются излечению. Коварство новообразования, однако, заключается в том, что на начальных этапах симптоматика отсутствует. В больнице города Томот прием алданские врачи сегодня провели впервые. Приезд кардиолога и онколога очень-очень значим для нас, для нашего населения. Мы очень-очень рады этому. До этого к нам приезжали и окулисты, до этого у нас приезжает ежемесячно врач-психиатр, как по медосмотру, так и по приему. Онколог и кардиолог планируют консультировать жителей Томота и близлежащих поселков еженедельно. Также выездные приемы будут проходить в селе Хатыстыр. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. На территории региона открыто 95% автозимников и ледовых переправ. Об этом сегодня нам сообщили в Управлении автомобильных дорог Якутии. Так, с завтрашнего дня откроется автозимник по направлению Якутск-Алекминск. Работы по расчистке дорог завершены. Сегодня устанавливают дорожные знаки. По данному маршруту будет разрешено движение автомобилей до 5 тонн. Также завтра по направлению Кангаласы-Сотинцы будет работать выездная бригада, которая займется вопросом увеличения тоннажа по этому маршруту. И по всем остальным направлениям, по северам у нас северный район, у нас Адабарский, Оленевский, Булунский район сейчас мы обслуживаем. Те районы мы уже от дороги открыли, сейчас там уже связь, дорога уже есть. Увеличение грузоподъемности по графику идет. Вот. Ну и Жиганский район тоже у нас сейчас в видении, дорога сейчас есть там, да. И по ледовым переправам. Завтра, 15 числа, у нас планируется выездная комиссия на переправе Кангаласы-Сотинцы. Мы там, возможно, завтра или 20 тонн, или 30 тонн откроем. Но сейчас у нас морозы такие хорошие стоят, да? Поэтому, возможно, 30 тонн откроем, потому что толщина льда сейчас очень хорошо набирается. И так как переправа, там мы искусственным путем тоже там добавляем. Как не стать жертвой системы? В соцсетях распространилась информация о жителе Якутска, с которого судебные приставы требуют долги другого человека. Совпали персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество и дата рождения. Есть ли выход из подобных ситуаций и кто в них виноват, разбирался мой коллега Дмитрий Тымыров. Николай впервые столкнулся с такой ситуацией еще в 2017 году. Тогда сумма, которую требовали судприставы погасить, составляла более 1 миллиона рублей. После личного обращения к судприставам вопрос был решен. Но недолго музыка играла. Буквально через пару месяцев ситуация повторилась. Я тоже удивился тогда, да, и обращался к руководителю управления Никифорову Алексею Артамоновичу. Но они мне дали постановление. Вот, я бумажку держу, да? Об отказе удовлетворения жалобы, на которую я жалобу подавал на неправомерные действия сотрудников городского отделения судебных приставов. И вот в новом 2021 году, когда хотели составить налоговую декларацию через портал госуслуг, увидели в личном кабинете уведомление об очередной задолженности уже за услуги электроэнергии. А на самом деле у семьи таких долгов нету. Судебная задолженность в размере 14 562 рубля вроде. И я решил подойти в Якутское отделение судебных приставов. Здесь с ситуацией разобрались и решили отменить судебное постановление. После публикации статьи от представителя ПАО «Якутэнерго» поступило заявление об отзыве исполнительного документа без исполнения. И 13 января 2021 года судебным приставом-исполнителем исполнительное производство было окончено. Следует отметить, что взыскание со счетов гражданина не производилось. Судебный пристав исполняет судебные решения, вступившие в законную силу. В данном судебном приказе дата рождения указана гражданина В. Получается, неправильные персональные данные были указаны в судебном листе ПАО «Якутскэнерго», который пытается взыскать задолженность с данного гражданина. У них в базе данных имеются 2 жителя Якутии с идентичными персональными данными, а именно фамилия, имя и отчество, а также дата рождения. Разница лишь в годах рождения, и когда были переданы эти данные судприставам, ошибочно передали данные Николая, не уточнив другие сведения о гражданине, что и дало сбой в работе действующей системы. Почему бывают такие случаи?
И кто в этом виноват? В соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве требования к судебному приказу определяются Гражданско-правовым кодексом Российской Федерации, где требования о дате и месте рождения ИНН и другие идентификационные данные, они не требуются. То есть не обязательны. С 2022 года таких инцидентов станет меньше в связи с обновлением законодательных требований в отношении составления судебного постановления. Пока эти нововведения в связи с пандемией были заморожены и вступят в силу лишь со следующего года. Там уже после 2022 года будет обязательно указание иных данных, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и один из идентифицирующих признаков, то есть это паспортные данные, ИНН или СНИЛС. Это будет обязательно. А пока таких случаев на практике судебных приставов несколько десятков. Они просят, если вы столкнулись с данной проблемой, сразу же обращаться лично или через официальный сайт к судприставам, чтобы разобраться с ситуацией. Приставы уверяют, такие инциденты будут решаться в оперативном порядке, чтобы законопослушные граждане не пострадали от неправильной работы системы. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. На реконструкцию часовни в Амге планируют провести общероссийский сбор средств. В Амгу прибыл протоиерей Якутской епархии Павел. Он проведет богослужение и божественную литургию для православного прихода Амгинского улуса. На сегодняшний день в районе насчитывается около 800 крещенных жителей. Амгинский православный приход святого Александра Невского юридически оформлен с 2016 года. Верующие активно участвуют в духовной жизни района. Построенная для прихода часовня в зимний период закрывается в связи с отсутствием электро- и теплоснабжения. Якутская епархия совместно с федеральным телеканалом «Спас» планирует провести общероссийский сбор средств на реконструкцию этой часовни. По этим вопросам отец Павел и актив Амгинского прихода провели встречу с руководством района. У нас в приходе есть проблемы, потому что часовня наша неотапливаемая. Мы встречаемся в разных условиях. Благодарны Амгинской библиотеке за то, что она дает нам возможность проводить службы. Сегодня решались как раз вопросы о том, чтобы, наконец, это событие случилось, тем более, что часовня наша является украшением Амги. Она находится в самом центре, и все туристы, гости имеют возможность зайти в нее. Но, правда, зимой она у нас закрыта, и для того, чтобы она работала, существовала, чтобы мы могли встречаться, вот сегодня мы решали вопросы о том, чтобы ее в будущем утеплить. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.